Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто и что в будущем повлияет на вашу жизнь? Давайте, мои дорогие, посмотрим, что будет происходить, какие люди и обстоятельства окажут влияние на вас и на вашу жизнь. Пожалуйста, кому интересна эта тема, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто и что в будущем повлияет на мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар и будем смотреть. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и дать вам ту информацию, которая самая важная и самая нужная в данный период времени. Итак, кто? Давайте будем смотреть сначала на кто. Кто повлияет на вашу жизнь и на вашу судьбу в будущем. Так, Так, мои дорогие, сразу скажу, потому что событие очень невероятное. Здесь малыш, рождение ребенка. А здесь у многих девочек, кто смотрит, мужчины тоже, да, вот кто смотрит, кто хотел, планировал, надеялся, мечтал, ждал, вот ребеночек, который придет в вашу жизнь и который действительно окажет очень сильное влияние на вас и на вашу судьбу, на вашу жизнь. Так, а здесь я еще вижу несколько человек у вас, знаете, как веер из людей. Очень много вокруг вас людей, которые будут влиять на вас так или иначе. Кто-то больше, кто-то меньше. Я вижу, что будут влиять на вас чужие мнения. Да? Может быть, эти люди выше вас, старше вас, значительнее вас, но вы как-то получаете это влияние не впрямую, а в косвенно. Да? Может, перенимаете чей-то опыт, может, вы обучаетесь, может, получаете новые знания. Но так или иначе, есть человек, который для вас вот станет какой-то вот иконой, что ли, образцом, с которого вы будете брать пример, на которого будете равняться. Повторите его, скорее всего, путь, да, попробуйте повторить. Но, честно скажу, я вижу, что ваша дорога будет намного лучше, намного светлее и намного успешней. Вот кто сейчас учится, либо планирует пройти какое-то обучение, мои дорогие, знайте, это будет просто бомба. Во-первых, вы успешно все это пройдете, и другой момент, вы очень успешно реализуете все свои новые знания, приобретенные знания, навыки. Это принесет вам именно большой, смотрите, вот какая у вас чистая, красивая дорога. Это принесет вам огромнейший успех. Также хочу вам сказать, что человек на букву «С» будет очень сильно на вас влиять. Очень сильно окажет вот он влияние. Это может быть как и плюс, так и минус. Понимаете, может быть даже так, что один человек может и положительно, и негативно на вас повлиять. Да? А где-то этот человек будет вам что-то давать, а где-то наоборот человек будет у вас, что-то забирать, да, то есть как-то морально на вас влиять, давить, это тоже может быть. Кстати, с этим человеком у вас может быть разговор, либо человек будет помогать вам в том, чтобы у вас был, например, дом, там собственный дом, собственная квартира, либо вы с этим человеком будете проживать, либо он будет вам помогать там с приобретением. Вот так вот идет. Так, еще я вижу у вас путешествие какое-то, вот вы с кем-то планируете, да, там несколько участников, вы об этом думаете, вы строите планы, но пока не знаю, то ли нет возможности, потому что поварешка пустая вышла, то ли кто-то из участников как-то так, не очень активно себя проявляет в этом. Так, хочу сказать, что для вас, вот кто сейчас смотрит этот песочек, я почему-то вижу, что очень много людей оказывают на вас влияние. Косвенно, прямую. Почему? Почему так много людей на вас влияют? Ну, понятно, да, очень много людей, во-первых, да, такой момент. Может быть, ваша работа связана с тем, что вам приходится общаться с каким-то огромным количеством людей. Может, вы очень такой знаковый, значимый человек. Может быть, вы, например, не знаю, в каком-то огромном коллективе. Может, у вас очень большая семья. А здесь люди, они... Знаете, вот что мне нравится? Я вижу, что люди в основном влияют на вас хорошо. И то влияние, которое на вас окажут, оно, понимаете, оно в целом идет позитивным. Да, есть, конечно, моменты, которые так себе, да, не очень. Но, тем не менее, даже несмотря на это, на то, что некоторые люди, вредителями окажутся, да, вот в прямом смысле слова, я не буду подбирать тут слова, вот я говорю то, что я вижу. Вижу я вредителей, причем несколько человек, да. Даже несмотря на это хороший жизненный урок для вас, хороший, который поможет вам преодолеть какие-то вопросы и задачи.
Вот сразу вам скажу, я вижу человека на букву «Р», который негативно на вас повлияет. Возможно, из этого человека у вас будут какие-то даже и ну, потери, скажем так, да. Либо человек будет, знаете, такой абьюзер, либо из-за него вам придется где-то потратиться, где-то ужаться и, ну, вынести какие-то неприятные моменты, да, это может быть его имя, либо может быть фамилия, либо место, где он живет, работает, вот связано с ним эта буква. Этот человек, он временный в вашей жизни, и его дурное влияние, оно тоже будет временным. Но вы должны понимать, что в будущем, да, вы будете вспоминать этого человека с благодарностью за то, что он вам, ну, преподал этот жизненный урок. Вот так вот идет, мои дорогие. Так, еще я вижу человека, который в тени. Он находится в тени, но этот человек, смотрите, он за вами постоянно наблюдает. И этот человек между вами, понимаете, вами и этим человеком есть огромный барьер, который бы он хотел перейти. Этот человек, скорее всего, влюблен в вас, да. Ну, я могу предположить, что человек хотел бы с вами дружить, но больше, конечно, проходит тема любовная. Человек хотел бы с вами любви, хотел бы с вами отношений, хотел бы с вами счастья, хотел бы к вам проявиться, но пока не может. Этот барьер, кстати, может означать как и его семейное положение, так и ваше, так и, в принципе, да, какое-то вот, может, социальное различие между вами. Так что, мои дорогие, ситуация такая. Еще я хочу вам сказать, что издалека у вас будут гости, 3 человека издалека к вам делают путь, и эти люди, они с собой что-то несут, какой-то новый путь они несут. Возможно, они вам укажут новую дорогу, возможно, они вам окажут содействие, так тоже может быть. Еще я вам хочу сказать, что благодаря близким людям, это 2 близких человека, вы пройдете какие-то испытания, барьеры в своей жизни, да. Я вижу здесь 2 барьера очень важных, очень значимых, которые вам именно ваши близкие люди помогут пройти. Благодаря их поддержке, благодаря тому, что они с вами рядом, у вас получится осилить 2 каких-то просто невероятных сложных дела, понимаете? Вот если вы думаете о этих делах, вы говорите, что нет, это не для меня, я не справлюсь. Но вот близкие вам помогут, и все у вас получится. Еще в течение следующих полмесяца, у многих будет очень невероятная встреча, прям судьбоносное знакомство. Судьбоносное в плане того, что вы либо любимого человека повстречаете, ну, который станет вашим мужем, женой, судьбой, либо человека, который окажет вам просто какое-то, ну, не знаю, невероятное содействие, вплоть до того, что тот человек может даже, ну, не знаю, в чем-то вас прям выручить, спасти, ну, не знаю, там, оказать какую-то невероятную услугу. И еще один момент, вот четко видно, да, это Фемида, у нее весы в руках, и те люди, у которых суды, какие-то неприятные, непонятные моменты, вы должны быть настроены на том, что вам нужно искать помощь, во-первых, как вам сказать, да, у других людей, да, подсказочки, советы, рекомендации, профессионалы, обычные люди, которые уже там прошли этот весь путь, столкнулись с какими-то обстоятельствами, вышли из этих обстоятельств, удачно, неудачно. Спрашивайте советы у людей, спрашивайте. И вот это судебное дело, которое у вас тянется, я так понимаю, очень давно, потому что Фемида очень большая вышла, оно решится в вашу пользу. Вот так вот, мои дорогие, идет. Ну, а в целом я так скажу, что люди, конечно, влияют, и как бы они на вас не влияли, влияние это в целом положительное, понимаете, оно в назидание идет. Так, давайте теперь посмотрим, что у вас будет по обстоятельствам. Что у вас будет по обстоятельствам? Какие обстоятельства будут менять жизнь всех тех, кто смотрит мое копание? Так, Ну, мои дорогие, тут я начну с самого большого и самого главного. Здесь вы просто какими-то невероятными, нечеловеческими страданиями, усилиями, вложениями. То есть с такой вот прям, не знаю, то ли, как сказать правильно, с кровью, с потом вам далось. Здесь, конечно, у многих идет жилье. Жилье, свое жилье, приобретение своего жилья, обретение своего жилья. Может, даже кто-то ремонт какой-то вот заделает, да, там не было ни возможности, ни денег, и тут на тебе получится. Я вижу, что вам нелегко это все дается, потому что вы вот такой вот прям худенький человек, но, тем не менее, вы осилите эту глыбу. Вы это сделаете. Собственное жилье, собственный дом.
ремонт в квартире, ну, не знаю, построите что-то свое, вы это сделаете. Это вот идет у вас в судьбе, по судьбе, обязательно. Так, следующий момент. Здесь идет, конечно же, дела и достижения. Здесь витки в судьбе. И говорят они мне о том, что будет прям такой момент, когда будет очень тяжело, когда захочется все бросить, когда все надоест, когда прям сил не будет ни на что хватать. Вы понимаете, вы просто как из пепла возродитесь, и вы все сделаете, вы достигнете вот прям в карьере, в работе, вот прям хорошего, прекраснейшего результата. Я вижу, что у человека развилка, вижу развилка. Развилка, она, понимаете, она будет казаться только развилкой. Будет два дела, скажем, работа одна, работа два, да, может быть, работа на кого-то и работа на себя. Может быть, это профессиональное выполнение каких-то обязанностей и увлечение, хобби. Но на самом деле это не две разных вещи, это одна. Вы просто многогранный человек, вы можете в себе соединить эти две грани. Я вижу, что у вас вот денежный успех, не знаю, как это назвать, материальные ресурсы, он приходит из двух источников. Один — это что-то официальное, а второе — это то, что для души. Понимаете, то, что вам нравится, то, что вы можете монетизировать. То есть подумайте об этом, у вас все это есть. То есть не нужно выбирать. Вот именно тот случай, когда вам не нужно выбирать. Вам нужно только вот именно как-то нужно соединять и получать результат. Мои дорогие, у вас получится, у вас очень-очень получится. Здесь у вас буква А. Смотрите, какая у нас выпуклая буква А. А очень значимая. Почему? Потому что ее очень хорошо видно, и она очень выпуклая. Вот эта буква А, она, не знаю, для вас будет каким-то символом, знаком. Это может быть место на букву А, может быть человек на букву А, может быть дело, связанное с буквой А. У вас получится, но попозже, потому что А у нас все-таки в горизонте вышла, причем она немножечко как перевернутая идет. Главное, не сдавайтесь и идите. Это именно то. Я вижу, что обстоятельства будут складываться таким образом, что от вас эту букву А будут как-то скрывать, заметать, прятать, но нельзя сдаваться. Вам нужно именно идти на эту букву А. Так, мои дорогие, тут такой момент, даже не знаю, как вам правильно сказать. Если кто-то болел, причем болел достаточно жестко, да, либо человек, например, был в ограничениях, это, кстати, может быть карантин, это может быть даже места заключений. У каждого своя ситуация. Я вижу, что будет такой момент, что вы пойдете в то место за кем-то своим дорогим и любимым. То есть, да, если у кого-то, в семье, не дай бог, были проблемы с законом, либо с какими-то заболеваниями серьезными, да, человек долго находился, например, в лечебных учреждениях, либо в каких-то закрытых учреждениях, то здесь я вижу освобождение придет. Смотрите, в любом случае я вижу, что вы очень сильно скучаете по тому человеку, да, который сейчас не рядом с вами. И этот человек, он тоже по вам скучает, но он не может к вам пробиться, да. Еще раз говорю, у кого-то это болезни, у кого-то это ограничения, у кто-то в заключении находится. Но ситуация это выровняется, да. Вот здесь 3 периода времени, через которые вы встретитесь и через которые все у вас пойдет хорошо. Еще момент я вижу здесь кольцо для помолвки. Кольцо, к сожалению, скажем так, разорвано, да. У кого-то будет разрыв с человеком, с которым, например, вместе жили, хотели пожениться. Вы не должны из-за этого расстраиваться. Вы должны понимать, что эта ситуация, она именно вам по судьбе. Почему? Потому что человек не ваш, и вы не его человек. У вас совершенно другой человек идет в мужья, в жены, намного лучше, намного светлее, намного вот прям именно вам, душевнее, скажем так, да, именно ваш человек. То есть хорошие крепкие отношения, они просто так не разорвутся, да, и высшие силы, они ведь тоже мудрые, они всегда дают нам то, что нам, скажем так, и по силам, и то, что мы заслужили. И я вижу, что у вас именно прекрасный другой человек войдет, который прям, не знаю, спасет вас от чего-то, спасет вас от каких-то бед, возможно, даже куда-то вас перевезет в другое место, да, либо откроет какие-то грани новые и новые возможности. Здесь не стоит держаться за то, что уже рвется, за то, что уже, скажем, такое нестабильное, потому что я вижу отношения по этому кольцу очень нестабильные. И тем более ни в коем случае не стоит переживать. В целом я хочу сказать, что мне очень нравится вот этот полный черпачок,
полнейший. И такая хорошая, красивая ручка прорисовалась. Здесь, кстати, вот еще пальчики, да, которые держат. По этому черпачку, мои дорогие, полному я могу сказать, что жизнь у вас будет прекраснейшая, обеспеченная, сытая и довольная. Вот этого я вам всего и желаю. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.